прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Итоги и задачи. Социально-экономические вопросы в правительстве обсудили под председательством премьер-министра Муслима Хучиева. Апгрейд педагогических компетенций. Главные люди в системе образования – это педагоги. Именно на их плечах лежит ответственность за подрастающее поколение. Фестиваль инициативы будущих учителей прошел в Грозинском педагогическом колледже. Помогать у нас в крови. Команда КРА везде должны быть первыми при сдаче крови, если надо, на передовой. В донорской акции «От сердца к сердцу» кровь сдали сотрудники полка полиции Ахмат Росгвардии. В правительстве состоялось заседание под руководством премьер-министра Муслима Хучиева. Обсуждали инвестиционные проекты и создание рабочих мест. Председатель правительства подчеркнул высокие показатели развития, в частности, отметил туристический кластер, который с каждым годом привлекает все больше гостей. Муслим Хучиев озвучил приятную новость. Согласно прошлому году, республика стала лидером СКФО с лучшим инвестиционным климатом. На 30-11 число завершена реализация 70 проектов на территории Чеченской Республики с общей стоимостью почти 70 миллиардов рублей и созданием около 1000 рабочих мест. На стадии реализации на сегодняшний день находится 529 проектов, более чем на 123 миллиарда рублей с созданием почти 1500 рабочих мест. И, как вы знаете, по итогам 2022 года наша республика заняла 6-е место в субъекте Российской Федерации, 1-е место среди субъектов СКФО по национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, который наблюдается агентством стратегических изменений. На пятый день климатического саммита, проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах, начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова встретилась с послом молодежи по устойчивому развитию принимающей страны Гаей Сад Аль-Ахбаби. В дружеской беседе Хадижат Кадырова поделилась опытом нашего региона в сфере экологического воспитания, отметив, что в дошкольных учреждениях, начиная с раннего возраста, разъясняют ребятишкам об их ответственности перед окружающей средой. Также обсудили и пути тесного взаимодействия для создания и реализации новых проектов в сфере окружающей среды. Добрый день еще раз. Гая, мне очень приятно с вами познакомиться. Я была очень удивлена, когда узнала, что девочка в таком юном возрасте сумела добиться всеобщего внимания к такому серьезному еще вопросу, как изменение климата. Также я знаю, что вы прекрасный молодой художник, и одна из ваших идей — запустить художественный конкурс картин, созданных из переработанных материалов, вдохновила меня на проведение такого же конкурса у себя на родине. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить вас и вместе с вами подвести итоги конкурса. Nice thing, and I'm really looking forward to it. And also a big fan of your president. Yes, because I saw him like in many fields, and then I saw him speaking in many terms, translated. Я также являюсь фанатом вашего президента. Я смотрела многие из его выступлений в переводе. Это как раз дочь Рамзана Кадырова. Я думаю, она папе передаст. This is the daughter of Ramzan Kadyrov, and I'm sure she will tell her father Yes, what of you course. said. Inshallah, I'll meet him anytime soon. Глава администрации Грозинского муниципалитета Рустам Абазов передал семьям бойцов Ибрагима Бараханова и Сулеймана Закриева медали Героя Чеченской Республики посмертно. Их не стало в ходе исполнения военных задач в зоне проведения СВО. Репортаж Адама Магомедова. 6 марта 2022 года при исполнении служебных обязанностей погиб Ибрагим Бараханов. Он служил в звании рядового военнослужащего 291-го мотострелкового полка Минобороны России. В его честь теперь названа улица в селении Кень-Юрт, откуда он родом и где проживает вся его семья. Руководство региона не забывает своих защитников.
глава администрации Грозненского муниципального района Рустам Абазов лично передал семье бойца медаль Героя Чеченской Республики посмертно. Героя Чеченской Республики, خود دوش متعدونه او دون چون غلق چون خزله چون اونا چلا چون کامر شو چون دین الله دون تن خوش بوش بار می دون ایویت سولیش دون و تخوش شو چوران دون او ایویت یوتلو ایت اون بیت بیشیات اقا شو دال ایمان صوب لول اقدال چون غازو قبول دال جلسمان داول. Семье Ибрагима, как и всем остальным, оказывается необходимая помощь. Детям погибших сотрудников помогают с трудоустройством, а также с поступлением в образовательные учреждения, совершаются социальные выплаты и проводятся различные мероприятия. Также увековечена память сержанта Сулеймана Закриева, принимавшего участие в специальной военной операции и отдавшего жизнь, защищая родину. Подобные памятные доски устанавливали еще в советское время. Теперь, по поручению главы региона, эта традиция возвращается. Боец служил в 291-м мотострелковом полку и погиб при исполнении служебных обязанностей 12 марта 2022 года, попав под артобстрел. В станицу Первомайская, где проживает его семья, также приехал Рустам Абазов, дабы передать им посмертную медаль Героя Чеченской Республики, которую военнослужащий, несомненно, заслужил. Вот Сулейман, он выпачил, он щит, он Герой Чеченской Республики, он даже он дакачош, он не айдах, не гадалды, алвойла, так хара, чуна, медаль, он далгазов, облдойс. أرسل بوشوش قونا شاسة دون دائما سيقام يلي عدم ويفتح بيرجل داقش دور شيء قام يلي أقصد بيرجل داقل تر هرسن بوش إنش نقش قوم سيلر دينا نقش قوم يحلر دينا دالا حلقة شبول بيوزل دونا تعرف تر دون حلقة بويلة. С началом специальной военной операции бойцы из Чеченской Республики принимают в ней самое активное участие. За их плечами большое количество освобожденных населенных пунктов. Они продолжают находиться на передовой, защищая родину от врагов, не жалея собственных жизней. Ада Магомедова, Аслан Ахматов, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова помог семье из Херсонской области в восстановлении дома. Жилье супругов Кадыровых из Геническа сильно пострадало в результате недавнего шторма. Он стал непригодным для проживания, что жильцам пришлось его покинуть. И смерть его супруга люди с ограниченными возможностями здоровья. Самостоятельно восстановить они не могли. После обращения к главе Чеченской Республики работы начались незамедлительно. По поручению политика на место сразу же выехали рабочие. За 5 дней жилье реконструировали. Стоит отметить, что на территории новых субъектов фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова проводит регулярные гуманитарные акции. В Грозненском педагогическом колледже прошел фестиваль инициативы будущих учителей. Цель проекта – подготовка педагогов, владеющих навыками проектной деятельности. Наталья Депутатова с подробностями. Для участия в фестивале будущих учителей были отобраны проекты и практики работы со школьниками с помощью проведения интерактивных мероприятий. Это завершающий второй этап. В этот день показали лучшие, которые были выбраны членами жюри. В дальнейшем мы планируем работать с этими проектами для их дальнейшего продвижения в грантовых конкурсах, как Росмолодежи, так и отрасли. Это позволит нам создать некое подобие, наверное, такого мощного межрегионального молодежного проектного офиса, в котором будут собираться ребята не только педагогических направлений, но и других, чтобы научиться правильно ставить задачи, чтобы научиться привлекать партнеров. Наш регион уже многие годы входит в число лидеров по подготовке будущих преподавателей. В педагогические вузы поступает большое количество абитуриентов. В регионе открываются новые школы, и это, конечно же, требует дополнительное количество подготовленных учителей. Фестиваль привлекает внимание к этой профессии. Надеюсь, что многие из этих проектов, они найдут свое будущее. И хотелось бы, конечно, акцентировать внимание на пару проектов, которые именно направлены на гармонизацию национальной, межнациональной гармонии, на развитие
И дальше был проект такой по профориентационной работе подрастающего поколения школьников. Как мы знаем, на сегодняшний день век компьютеризации, интернета, все стремятся стать блогерами, гуманитариями. В этой среде сегодня профориентационная работа с подрастающей молодежью – это очень востребовано. Проектная лаборатория будущих учителей реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта образования. А именно в нашей республике профессия педагог всегда была востребована и уважаема. Конечно же, главные люди в системе образования – это педагоги. Именно на их плечах лежит ответственность за подрастающее поколение, за нравственное воспитание, развитие и грамотность всей нации в целом. Участники представили свои проекты в самых различных сферах, от туризма до блогерства. Сейчас происходит серьезная трансформация системы образования во всей стране. И эта проектная лаборатория стала уникальной площадкой для подготовки учителей. Особенно это актуально в этом году, который, как известно, объявлен в России годом педагога и наставника. Формирование проектных умений у студентов СПО, вузов, у школьников имеют такую большую ценность не только для Чеченской Республики, но и для всего Северного Кавказа. А именно проектная лаборатория направлена на педагогическую деятельность. Это тоже своего рода новшество, которое мы сегодня при поддержке нашего Грозненского педагогического колледжа реализуем, воплощаем в жизнь и продолжаем нашу работу. Основная задача, которую поставили организаторы, это подготовка команд будущих учителей республик СКФО. Представленные работы были тщательно отобраны из множества заявок. Все они, а их около 30, уже являются победителями и будут реализовываться в ближайшее время. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В рамках всероссийской ведомственной акции от Росгвардии «От сердца к сердцу» сотрудники полка полиции «Ахмат» безвозмездно сдали более 20 литров крови на нужды медицинских учреждений. Для проведения донации бойцы посетили региональную станцию переливания крови. Сдача биоматериала осуществлялась в максимально комфортных условиях с использованием современного оборудования. Мадина Кураева поделится процессом донации. Всех этих людей объединяет одна цель – помочь тому, кто в этом нуждается. Перед тем, как сдать кровь, человек должен пройти регистрацию и медосмотр. Исходя из состояния здоровья, определяют, подходит ли он для донорства. Сам процесс кровоотдачи занимает всего от 5 до 10 минут. Перед службой крови сейчас поставлена новая задача – это развитие отечественного производства препаратов крови из плазмы крови. И, конечно, мы будем увеличивать именно заготовку плазмы. Для этого нам нужны доноры, молодые, активные, здоровые доноры, которые будут регулярно, я подчеркиваю, регулярно приходить на станцию переливания и сдавать плазму. Регулярными донорами являются военнослужащие региона. Свыше 50 сотрудников полка полиции «Ахмат» сдали более 20 литров крови безвозмездно в рамках всероссийской ведомственной акции «Росгвардии от сердца к сердцу». Мы, как команда КРА, везде должны быть первыми при сдаче крови, если надо, на передовой, если надо для блага республики, на субботниках. Везде мы должны соответствовать сотруднику Росгвардии, поэтому решили для сдачи крови прибыть сюда. Сдавать цельную кровь можно не чаще одного раза в 2 месяца. Компоненты же раз в 2 недели. При соблюдении всех правил донорство несет огромную пользу для всех участников процесса. Добровольцы искренне надеются, что их инициатива станет для кого-то спасением и намерены постоянно участвовать в таком богоугодном деле. Я первый раз пришел сдавать кровь, я себя хорошо чувствую, это безболезненно. Каждый раз, когда попросят добровольно, я сюда пришел добровольно, буду всегда сдавать кровь. За один раз можно сдать 400 мл крови. В день станция в среднем принимает 80 или 100 человек. Вся заготовленная кровь поступает в отдел фракционирования. С помощью вот таких аппаратов ее перерабатывают, после чего выпускается 16 видов гемокомпонентов крови, которые по заявкам медицинских учреждений поступают для лечения больных в клинике. В этом году за 11 месяцев в регионе кровь сдали свыше 11 тысяч доноров. В республиканской станции заготовлено более 9 тонн крови. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном проходит первенство Чеченской Республики по вольной борьбе среди юношей. 300 участников в 12 весовых категориях сражаются за высшие ступеньки пьедестала и место в сборной региона. О радостях победы и горечи поражения Турпал Алитайсумов.
Более 300 спортсменов сошлись на ковре, чтобы выявить лучших. На первенстве Чеченской Республики по вольной борьбе среди юношей до 18 лет разыгрываются награды в 12 весовых категориях. Борцы представляют все муниципалитеты региона. Никаких проблем. С каждым годом все лучше и лучше, результат хороший. Ежегодно на соревнованиях открываются новые имена. Новички наравне с опытными борцами показывают высокий класс во время схваток. В весовой категории до 65 килограмм на ковре сошлись Асхаб Бетельгариев и Ислам Умханов. Благодаря мастерству и отличной подготовке Асхаб не оставил шансов сопернику. Турнир продлится в течение 2 дней. Проявить себя сможет каждый из участников, но при этом любая схватка как последняя, поэтому ошибаться нельзя. С таким настроем на борьбу юные спортсмены смогут покорить любые высоты. Ну а тех, кто успешно проявит себя здесь, будет ждать выступления на соревнованиях Северо-Кавказского федерального округа. Турпа Лолита Исумов и Рахман Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.